Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В текущем учебном году за парты сели более 6600 учащихся города Канаша. 1 сентября в Большом зале Дворца культуры для обучающихся лицея Государственной службы и управления состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Подробнее в репортаже Ирины Константиновой. 1 сентября – это праздник не только педагогов и учеников, это общий праздник. Школа является мостиком, который соединяет нашу сегодняшнюю жизнь с будущей. Море цветов, улыбки на лицах учеников и их родителей. Так начался 1 сентября для лицея Государственной службы и управления. Поздравить учеников пришло большое количество почетных гостей. Виталий Михайлов отметил, что на лицеистов сегодня возлагаются большие надежды. Эти ребята точно знают, что такое честь и достоинство. От чистого сердца хочется поздравить сегодня с первым днем знаний и заодно и проводить ушедшее лето, такое, наверное, беззаботное для многих из нас. Но я хочу пожелать всем самое главное, вот особенно родителям, понимать преподавателей, верить в своих детей. Я частенько общаюсь с людьми и вижу, что самый беспроигрышный вариант, как собрать людей, это пригласить какое-нибудь мероприятие с участием их детей. И обязательно полные залы. Мы все верим в своих детей, и я думаю, в зале нет ни одного человека, который не верил бы в своего ребенка. Просто нам немножко нужно дать еще нашим преподавателям шанс вложить в них знания, с уважением относиться к преподавателям. Я вижу, что всякое бывает, но они все душу вкладывают в наших родных детей. Именно школьное поколение открывает для себя мир знаний, готовится к самостоятельной жизни, учится принимать решения, формирует свое мировоззрение и гражданскую позицию. С дружеским визитом и поздравлениями на празднике присутствовали и сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике. На торжественной линейке начальник отделения по вопросам миграции отделения МВД по городу Канашу Тамара Яковлева вручила кадетам долгожданные паспорта гражданина Российской Федерации. Паспорт гражданина Российской Федерации от имени Российской Федерации вручается Гендеру Евгению Леонидовичу. В благодарность за доброе пожелание в учебе обучающиеся лицея Государственной службы и управления подарили присутствующим свои концертные номера. На сцену сегодня не раз поднимались и преподаватели лицея. За творческую устремленность и за рвение воспитывать лучших учащихся они удостоились знаков внимания. Кадина, учитель географии и технологии, педагогический стаж 37 лет. Тарасова Зинаида Петровна, педагогический стаж 33 года. Урусова Роза Петровна, учитель начальных классов, педагогический стаж 31 год. Савчук Олег Валентинович, директор лицея, заслуженный учитель Чувашской Республики, почетный работник общего образования, педагогический стаж 33 года. Прозвучавший сегодня первый звонок ознаменовал о начале нового учебного года. Ирина Константинова, Елена Владцева, «Вести недели». В понедельник, 2 сентября, по всему городу прошли мероприятия, приуроченные Дню знаний. Праздничные линейки, пышные букеты цветов и первые школьные звонки. Обо всем этом в нашем следующем сюжете. Школьная пора. Очей, очарование. Перефразируем известного русского классика. 1 сентября традиционно ассоциируется с осенним листопадом, школьными принадлежностями, пышными букетами цветов, дружными одноклассниками и беззаботными порами юности. Но не в этом году. Парадокс. Именно этим словом можно описать прошедший в этом году День знаний. Ведь отмечался он не совсем в знаменательную дату – 2 сентября. В этот день распахнули свои двери для учеников 15 детских садов, 10 школ, 5 учреждений дополнительного образования, 5 учреждений среднего
профессионального и 2 филиала учреждений высшего образования. За школьные парты сели 6661 ученик, из них 825 первоклассников. На праздничной линейке в школе номер 8, посвященной началу учебного года, приветственное слово взял директор Максимов Борис Иванович. Мы собрались на линейку, посвященную Дню знаний. Человек должен замечать все лучшее. Я последние годы радуюсь изменениям, которые происходят в городе. Но особо радуюсь, когда учащиеся школы достойно представляют нашу школу на городском и республиканском уровнях. Я вами горжусь, дорогие ребята. Я хочу вас поздравить с началом нового учебного года. И хочу пожелать, чтобы вы всегда были достойны славе наших выпускников далеких 30-х, 40-х годов. Как упомянул в своей речи Борис Иванович, у школы довольно богатая история и амбициозные планы на будущее. Именно о планах обновления, кроме, конечно, поздравлений и напутствий, рассказал посетивший мероприятие глава администрации города Канаша Михайлов Виталий Николаевич. Сегодня я хочу сказать, что тоже не даю таких неизбыточных обещаний, но в будущем году спортзал школы на 1,5 миллиона рублей мы отремонтируем. Благодаря поддержке республики. Благодаря поддержке главы Чувашской республики, который обратил на это внимание, у нас порядка 6 школ, спортзалы мы приведем в порядок. Сегодня большая программа проводится по капитальному ремонту школ. Их у нас в городе, к сведению присутствующих, 10. 6 из них будут капитально отремонтированы, потому что имеют износ более 50%. Поздравительную речь главы администрации услышали также преподаватели и ученики обновленной средней общеобразовательной школы номер 6. Праздник День знаний объединяет всех жителей страны. Это еще одна возможность совершенствовать свои познания, стремиться к открытиям, постигать азы наук. Сегодня мы возлагаем на вас большие надежды. Вы наше будущее, мы в вас верим. Поздравил учащихся, учителей и родителей Виталий Михайлов. Стоит сказать, что к возобновлению учебного процесса школа заметно обновилась. Среди производимых работ в школе значатся капитальный ремонт спортивного, актового залов, столовой, замена окон, обновление системы отопления, и это лишь малая часть из тендера, состоящего из более чем 300 позиций. Словом, для 136 первоклассников созданы комфортнейшие условия для получения знаний, которые, безусловно, им еще пригодятся для поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения, как, например, в Канашский транспортно-энергетический техникум. Более того, для поступления в это учебное заведение не обязательно быть уроженцем Канаша, ведь техникум в этом году открыл двери для абитуриентов из более чем 20 регионов России и 2 иностранных государств. Я Самарская область, Сызрань. Со мной девчонка живет, она с Кировской области. То есть, все с разных, допустим, кто-то вообще с Самарской, кто-то с Ульяновской. То есть вообще разные. Нету одного города конкретно. По традиции глава администрации города вместе с почетными гостями вручили грамоты наиболее отличившимся студентам, среди которых и будущий электромонтер Анна Петрова. Сегодня мне вручили почетную грамоту за отличную учебу и активное участие в жизни техникума. Это по счету моя 2-я грамота, вручаемая техникумом. А так у меня, не буду скромничать, у меня, наверное, уже 8 грамот, которые мне поможет. Количество грамот поможет при поступлении в дальнейшем на высшее обучение. День знаний – это дата, с которой начинается тернистый путь становления человека как личности. Путь, проходящий сквозь упорство и старания, трудности и неудачи, победы и поражения. Лишь испытав всю эту гамму эмоций и жизненных ситуаций, можно прийти к успеху и просветлению. Главное – не свернуть с этого пути. Богата талантами земля канашская. В Ханты-Мансийске завершился этап Кубка мира по лыжероллерам. В соревнованиях приняла участие воспитанница детско-юношеской спортивной школы имени Воронкова Мария Владимирова. О ходе соревнований в нашем материале. С 22 по 25 августа в Ханты-Мансийске прошел 2-й этап Кубка мира по лыжероллерам. В его программе значилась гонка с раздельным стартом, гонка преследования, спринт и масс-старт. Соревнования прошли на специализированной лыжероллерной трассе Зимнего спортивного центра имени Филипенко и на улицах города, в частности спринт и масс-старт. Упорные тренировки под бдительным контролем опытных тренеров и страстная любовь к спорту приносят свои плоды. Данные соревнования не обошлись без участия спортсменки из нашего города, воспитанницы
учительницей детской и юношеской спортивной школы имени Воронкова Марией Владимировой. Начну с того, что у природы нет плохой погоды, и каждую погоду нужно любить и подстраиваться к ней. В целом мне очень понравился Ханты-Мансийск. Несмотря на погоду, понравилось здесь соревноваться. Во-первых, большая честь представлять нашу великую Российскую Федерацию на Кубке мира. Для достойного результата важно правильно подготовиться к стартам. В лыжероллерном спорте не ошибиться с выбором колес. Резиновые или полиуретановые роллеры решают сами. Перед гонкой определяют в зависимости от погоды или типа асфальтового покрытия. Мне немножечко не удалось пройти финальную часть соревнований в связи с тем, что мне досталась не очень выгодная дорожка, по которой было очень много луж. Как вы, наверное, видели, то, что на моем забеге пошел очень сильный ливень. Есть преимущество на черных колесах, которые предназначены специально для дождя, но так как у меня таких нет, я бежала на рыжих и боролась на равных с девочками, у которых были такие колеса. Стоит отметить, что о дебюте Кубка мира по лыжероллерам на югорской земле остались только положительные воспоминания как у его участников, так и у официальных лиц. Мы же пожелаем Марии побед в соревнованиях, нескончаемой страсти к тренировкам и спортивного азарта. Она же, в свою очередь, может рассчитывать на полную поддержку со стороны своих земляков. Уникальная методика скорочтения – это развитие памяти, внимания, логического мышления, увеличение скорости чтения в несколько раз. Школа скорочтения и развития интеллекта объявляет набор на занятия взрослых и детей от 4 до 16 лет. Я раньше читала 98 слов в минуту, а теперь 240 слов в минуту вслух, а про себя я могу уйти за 9000 слов. Именно от чтения в первую очередь зависит успеваемость в школе, так считают специалисты. Если ребенок читает медленно, с ошибками, без понимания, усвоить школьную программу ему будет сложно. И неважно, математика – это история или русский язык. Русский язык хромал, правописание страдало, правила плохо запоминались. И вот пришли, стали заниматься. На первом занятии, если мы читали 90-100 слов в минуту, уже через месяц уже 200 слов. Русский язык, если даже, допустим, у нас в первой четверти 3 выходила, во второй четверти у нас уже 4, а вот теперь вот в третьей четверти мы уже на 5 дотягиваем. Особенность обучения в школе скорочтения заключается в комплексном интеллектуальном развитии. На каждом занятии тренируют логическое и образное мышление, память, внимание и разные способы запоминания. А это, в свою очередь, помогает успешно усваивать иностранные языки. Арина признается, теперь лучше запоминает новые слова и правила. Я изучаю 2 языка, английский и испанский. И раньше было для меня очень большой проблемой запоминать новые слова и правила. Теперь же я делаю это с лету и хочу начать изучать новый язык. Педагоги говорят, результаты видны уже после первого месяца занятий. Взрослые, например, начинают быстрее и качественнее работать с большими объемами информации, а дети тратят меньше времени на выполнение заданий в школе и дома. Скорочтение – это единственный вид умственной деятельности, который позволяет развивать весь блок психологических процессов. Это память, внимание, логика, мышление. Причем затрагивает все аспекты, все отделы головного мозга. Ну а если человек гармонично развит, если он может эффективно воспринимать, запоминать информацию и использовать ее в жизни, естественно, он себя спокойно чувствует не только в школьные студенческие годы, но и в профессиональной деятельности. На занятиях в школе скорочтения и развития интеллекта IQ 007 каждому ребенку индивидуальный подход. Поэтому результаты видны сразу и педагогу, и родителям, и детям. По мере перехода человечества в цифровую эпоху растет значение технологичного образования. Безусловно, флагманами развития IT-сферы считаются страны западного мира с инновационными центрами в Силиконовой долине, в Стэнфордском университете и в нашей стране инновационный центр Сколково. Старается не отставать от своих коллег и Чувашская республика. 5 сентября на базе средней общеобразовательной школы номер 3 состоялось открытие инновационной современной площадки дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Детский центр IT-творчества IT-Куб. О целях и задачах IT-Куба рассказала координатор центра Юлия Сергеева.
Актуальность данного проекта обусловлена тем, что в настоящее время различные предприятия и корпорации испытывают дефицит IT-кадров, поэтому этот вопрос на данный момент очень важен. Работа проекта направлена на повышение общего уровня IT-грамотности детей, формирование новой системы внешкольной работы. Обучение бесплатное, отбор уже проходит. В данный момент отбор активно проходит по направлению Яндекс.Лицей и IT-школа Samsung. Он завершается 10 и 11 сентября, после которого самые талантливые дети, прошедшие заочный этап отбора, будут приглашены на очное собеседование с педагогами, которые обучились у наших партнеров в Москве и в Сколково. Приходите, мы вас очень ждем, потому что данный проект открывает для детей большие возможности. Все те навыки, которые они получили, обучаясь у наших партнеров, им пригодятся в дальнейшей жизни. Обучение в компаниях Samsung и Яндекс дает дополнительные баллы для старшеклассников при поступлении в вузы. И за такими проектами наше будущее, потому что именно там дети могут научиться тем навыкам, которые пригодятся им в современном мире. Около 400 детей будут изучать основы программирования, интернет-технологии, смогут освоить востребованные языки программирования, научатся разрабатывать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, работать в команде и, конечно же, креативно мыслить. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. В кошельке немного денег, а хочется приготовить что-то вкусное. Да еще и нужно купить множество товаров для дома по приемлемым ценам. Тогда добро пожаловать в магазин низких цен «Светофор» по улице Котовского, дом 4. Здесь вы найдете чистящие и моющие средства, средства для волос и тела, и даже детские подгузники и игрушки. Товары для автовладельцев, аксессуары, постельное и нижнее белье, корма для животных. В общем, найдете все и немного больше. А главное, по очень приемлемым ценам, без ущерба для качества товара. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать продукцию по очень доступным ценам для населения. Наше главное преимущество – цены ниже среднерыночных на 20-30%. Также мы предлагаем приобрести товары по акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. «Светофор» в нашем городе уже завоевал доверие покупателей. Помимо полезных товаров для дома, в магазине представлен огромный ассортимент продуктов питания, колбасы, крупы, консервы, кондитерские изделия, сухофрукты, рыбы, мясная и молочная продукция. Также стоит отметить, что здесь вы найдете как продукты на каждый день, так и для праздничного стола. И будьте уверены, итоговая сумма в чеке вас непременно обрадует. Мы здесь для праздничного стола все взяли, все необходимое. У нас, конечно, большое мероприятие. Завтра у нас свадьба. Вот мы готовимся с настроением. Здесь мы экономим свой бюджет. Нам нравится сюда приезжать. Мы частенько сюда приезжаем, покупаем все необходимое. И покупками довольны, наверное. Да, очень довольны. Также есть решение и для больших семей. Вам совсем не обязательно приезжать за товарами несколько раз. Можно закупать коробками. «Светофор» дает своим посетителям такую возможность. Ведь здесь берегут ваши деньги. Здесь мы экономим семейный бюджет, и нам очень нравится. Мы очень бываем в этом магазине. Сегодня мы набрали бытовую химию, порошки там, а еще детям игрушки посмотрим.
Еще одно преимущество гипермаркета – низких цен «Светофор». Его доступность. Дешево, разнообразно. Все для вкусной и удобной жизни. Без завышенных цен, с огромным ассортиментом. Магазин «Светофор» ждет своих покупателей по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Сегодня вы можете приобрести муку высший сорт 10 килограммов за 239,90. Стиральный порошок «Биолан» 5 килограммов 400 граммов за 239,90.